Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мурат Бейшенов, профессор Национального университета, кандидат философских наук и первый заместитель министра обороны. Так точно. Вот. И как раз сейчас 25 лет Баткенским событиям. Эти боевики где-то в июле они перешли перевалы, да, и навели такую суматоху. И где-то в конце сентября, в октябре их закончилось это. Вытеснили. Да. Через год они в 2000-м еще раз. Ну, там сезон, да, надо же проходить, это холод, там кто будет на высоте там 5000 метров или 5500 метров, да. Там и вы написали об этом целую... Да, значит, в 2014 году мы с профессором Османалиев подключился, и большая, такая книга очень, вот она. На опыте оперативные данные помог это покойный полковник Дяур, полковник Колубаев, полковник Мирбек. Они мне помогали вот в этом, и они отмечены здесь в этой книжке. Ну, в то время у меня мысль была написать, очень мало было написано, материала не было, фактуры. А здесь все-таки более-менее любая книга, освещение какое-то, особенно конфликта, войны, 100% точности правды, конечно, нет, никто не напишет, но во всяком случае, вот то, что как было все, как начиналось, там ошибки, проблемы, какие решения принимались, что там было, кто там зашел, кто там нарушил, что мы сделали, что там, кого там мы там победили, все, и чем это закончилось, самое главное, уроки и выводы. Уроки и выводы из этого, сделано ли или нет. Вот автор любой, наверное, так и ставит. Если конфликт описывает, задача всегда в конце. Любой конфликт, любая война заканчивается, выводы. И другой вопрос, делаются ли выводы и учитывает ли человечество историю, выводы, какие-то уроки. И уроки, кто-то великий сказал, из истории никаких выводов не делают из истории, к сожалению. Я прихожу тоже к своей жизни, опыта делаю вывод, что выводов не делается. Все время самое главное, чему учит история, что она ничему не учит. Она ничему не учит, а вот действительно, это точнее будет, да. И все время, наверное, задача стоит очень сегодняшние, завтрашние. Человечество все время взор направлен на будущее, там что было. Забывают, к сожалению, забывают. Особенно я считаю, что в вопросах безопасности государства надо всегда помнить, делать выводы и учитывать ошибки обязательно. Вот это самое главное. Баткенские события, мы так и называем Баткенские события, 99-2000 годы, вообще не все еще, есть белые пятна, не все раскрыто там. Книги есть, Бакыт Асамудинов, в прокуратуре он там занимался как раз, он представлял прокуратуру, работник прокуратуры, он прям на всех точках был. Чотбаев генерал написал книгу, Князева есть, еще какая-то литература есть, но в виде таких статей, не книг. Мне кажется, все-таки, если 99-й год брать начало, то в следующем году 25 лет будет начало этих операций, это все. Мне кажется, надо будет... В этом году 99-й, сейчас 24-й. Нет, 99-й, если брать, и окончание брать, то 25, я говорю, окончание, к 25-летию, мне кажется, я буду предлагать, министру обороны, наверное, это к этому, в первую очередь, к этому ведомству относится эта тема. Она к всем относится, в первую очередь, и я думаю, что надо будет провести, наверное, научно-практическую конференцию, такую хорошую, с участием ПАКа. Все живы, все лица, потому что время уходит, очень многие уже время не жалеет никого, уходим из этого мира. Есть участники, которые непосредственно участвовали, непосредственно знают все. Я думаю, надо будет придать такой статус, хорошую научно-практическую конференцию провести, обратить на это все-таки, потому что не все хотелось бы то, чтобы хотелось, чтобы выводы какие-то такие кардинальные были, к сожалению, можно сказать, еще не все сделаны. Учли многое,
Но не все сделано, выводы, потому что война, вот эта борьба с международным терроризмом для нас была просто шоковая терапия, просто неожиданно было все. Там, знаете, и министра сняли, и сколько людей сняли, там, и наши офицеры попали в плен, и там генерал в плену был. Слушайте, вот это для нас был это шок. Да. В то время президент Акаев, премьер-министр Муралиев был, вот просто они сначала как-то это, ну, пошлите там отряд, там, уничтожить, сколько там, 20 человек, разведка была, 20 человек, там, 30 человек. А потом, когда поняли, что это не шутка, потом уже началась все это. Фигурировала цифра 753. Ну, Боевика 753, было. вы знаете, там же обстановка вообще, вот после вывода войск, это вот брать, если вот в 89 году вот контингент, и потом вот этот период, там борьба между, мы называем их терророрганизациями, они себя терророрганизациями, это Талибан, Аль-Каида, Хизбут Тахрир, ИДУ в это время очень мощно укрепляется. И вот между ними идет борьба. А Кыргызстан, мы, в общем-то, отслеживали это все, наша разведка, все это отслеживает, и таджики отслеживают, и вдруг здесь ИДУ решает через Таджикистан, Кыргызстан пойти, там разборки у них свои с Узбекистаном. Конкретно там есть личностной фактор. Тахир Юлдашева, там, Каримова, если историю знаем, там, что там случилось, как они живут. Тахир Юлдашев – это личность очень известная. Ну, вот. Он сам по себе очень харизматичный, двухметровый такой человек, очень грамотный, спортивный. Он пользовался очень большим авторитетом. Вот. И, конечно, они 700-800 человек, их там, в общем-то, насчитывалось около 3000 боевых штуков. Но они хотели сначала попробовать такой испытательный вариант, пройти, как все это будет. Дороги, тропинки, все уже заранее уже были готовы. Вот. И пройти, как реакция будет. Таджикистан, Кыргызстан, а потом непосредственно уже Узбекистан. Что там они собирались сделать? Это потом они попросили коридор, да? Коридор, чтобы да. им открыли коридор. Да, да, вот. А до того они, получается, там жили. Ну, и попались-то, про них узнали, когда... Видите, как есть выражение такое «спящие ячейки». Вот спящие ячейки, да, террористы – это совсем другая идеология, другое отношение, другая структура управления. Это не государство, но это своеобразное уникальное государство, где там все работает. И вот сегодня, когда мы тоже будем, наверное, сегодня говорить будем, современные, вот, мы все время предупреждают спящие ячейки. Что такое спящие ячейки? Это завербовано, они могут и 10 лет с нами работать, жить, но когда нужно будет, они проснулись. Все есть. И у них и схроны есть, и запасы есть, там, и оружие, и связь, все есть. Ну, они просто работают, живут, но он уже там. И он в любой момент может, ну как вот вербовка шпионов там идет, да, во всем мире, мы знаем прекрасно, они там 30-40 лет могут жить в государстве. Вот. И вот это, кстати, последнее событие, вот, ну, немножко отвлечемся, вот события Цахал, как работает Израиль. Ну это же обязательно, с этими пейджерами, там, это же обязательно разведчик работал там. Конечно. Это внутри Хазбаллы, конечно, разведчик. И внутри Хамас разведчик. А в Цахале есть, наверное, вот Цахал, там у них это, ну, разведка Израиля считается одной из самых продвинутых, конечно, надо признать это. Но то, что это, и, кстати, назвать научно, как это со стороны Израиля, это теракт или нет, это интересно, вот мысль. Теракт это сказать, да, но, коли если бомбили столицу Израиля, то они, конечно, сейчас будут, все методы хороши, но это вообще ужасно, если там и погибшие дети есть в этом. Ну, как, почему пейджеры попали детям, вопрос. Но, с другой стороны, это настолько был такой продуманный. Вот, а уничтожение... Заранее. А Насруллу уничтожили с его приближенными, 20 человек там, да, все это взорвали, это вычислили и так далее. Конечно... Ханию тоже. Да. И смотрите, это, конечно, там работает разведка. Это израильская разведка, это, конечно, мощнейшая. И я думаю, учиться надо у них этому. На всякий случай наши разведчики все, мы должны учиться. Выводы. Если где-то идет война, где-то там заваруха идет, нам всегда вывод, нам надо учиться. Если там Россия, Украина, сейчас самое главное это дроны, да, информационная война, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона, разведка, вот эти факторы это основной компонент войны.
именно современная война, сегодняшняя война, это абсолютно, эта война от Сирии была там, уже 2-3 года было, это сегодня уже война совсем другой характер, по содержанию, по форме, все другое. Поэтому я когда перед военными там выступал в аудитории, я говорю, ребята, сейчас мы не должны сидеть, значит, все должны, значит, сейчас дроновая война идет просто, дроны, просто это уже какая-то беда для человечества. Даже атомное оружие, наверное, не представляет такую угрозу, как дроны. Это же, ну, сейчас, я насколько знаю, что Россия сейчас, все заводы, все политехнические, все технические вузы работают над совершенствованием дронов, потому что Россия упустила. Время упустила, они как-то не обращали. Иран даже больше еще, дальше, еще раньше разработки делали по дронам. Сейчас Россия нагоняет, наверстывает это все, и я думаю, что уже следующий год уже, ну, война, наверное, по-моему, не затянется, ну, уже будет уже. И поэтому у нас тоже, мы не сидим тоже, умельцы там, любые там, все делаем, у нас своих кыргызские дроны есть, ну, что делать? Жизнь заставляет, потом что-то еще, что-то придумает, но, во всяком случае, я в прошлом году давал интервью по Байрактару, зачем покупать, денег нет, ахчаджок. Я считаю, что оружие, мы же не ядерное оружие там берем, а тактическое оружие, любое, там, артиллерия, самолеты, там, авиация, там, надо покупать. Өзүстікі болуш керек, да? Собственность наша. Тогда мы имеем, ни у кого не спрашивая, имеем право применять. Как хотим. Ну, по своему усмотрению, да, вот сентябрь 23 год, надо не забывать с таджиками, да, члены УДКБ, посмотрите, что было, это просто уже подтянуты были войска, все уже там могла такая заваруха начаться. И до того в апреле. Да, до того апреля еще было. Потом и посмотрите, применение артиллерии, авиации, все же было. Вот, танки. Ну, там бронетехника вся. Так вот, все подтянули, и таджики мы. Ну, у нас не огромная вооруженная сила, и таджики, мы похвастаться не можем, но посмотрите, и учитывая экономическую ситуацию, учитывая все, если бы там заваруха была бы, никто остановил, и сейчас бы все продолжалось бы. Вот уточнить, вы говорите, покупать надо. Некоторое оружие передается как помощь какая-то, да? И вот эту, если она передана как помощь, то с некоторыми условиями. Не некоторые, самые главные условия. Без нашего разрешения не применять. Сколько хотим запчасти даем. Снаряды пока мы вам 2 снаряда дадим, потом дальше посмотрим на ваше поведение. Ну, я простым языком таким говорю. Вот она в чем. И согласно конвенции, согласно всем подписано все. Да, я соглашаюсь. Поэтому Зеленский не случайно поехал. Дайте вот эти наши... А если купить на свои деньги, то я уже что нет, хочу, нет, то делаю. Это мое, собственно. У меня есть и все. У России есть ядерное оружие. Есть. Это является таким, знаете, щит такой. Это можно разговаривать так вот, спокойно выходить и разговаривать на любом мировом уровне. Что Китай, что Франция, что Индия, что Пакистан. Это ядерная держава. И поэтому, конечно, я думаю, что вот и мы в последнее время наше руководство покупают. Смотрите, Байрактары, и вот это мы скоро, дай бог, сейчас уже все как-то модно, Буриса, комплекс С-300 будет у нас. С-300 этого не было? Это нет у нас. И у нас старые С-75 пока, они обеспечивают надежность. А вот С-300, я уже секрет ничего не делаю, и это уже будет надежно. Да, у нас есть Кант, у нас в рамках ОДКБ есть зонд такой, но нам надо свое, и С-300 надо. И вот это вот завод, сейчас в Балыкчах сделали ремонтный завод, очень современный, хороший. Нам надо старую технику, вот которые старые танки, БМП, там все надо приводить в порядок. Знаете, лучше, наверное, новое купить. Ну, не можем мы все новое купить. Но из старого, из 3-го поколения техники можно сделать хорошую игрушку. Ну, я так утрирую игрушку. Потому что сейчас вот этот конфликт Россия-Украина показывает, что начиная с каски советской и заканчивая вот все старые гранаты, все вот что в Советском Союзе произведено, она надежнее, чем все современное. Вы понимаете, начиная с бронежилета. Вы понимаете, в чем дело?
И поэтому нам надо восстанавливать, завод работает, во всю мощь работает. Мы как-то, когда министр там позвал ветеранов, нам показывал, но мы как-то критически думаем, ну кто там в Балыкчи поедет, какие специалисты будут. Но тем не менее, сейчас ремонты делают, там какие-то бронемашины делают. И, знаете, это радует, в общем-то. Мы сейчас взяли за это, вертолеты отремонтировали, там у нас 2 транспортных самолета там уже отремонтированы. Ну, то есть это не потому, что кого-то запугивает, но на первый случай как-то нам надо. Мы ни с кем не собираемся воевать. Хочешь мира, готовься к Готовься. войне. Ну, у нас должно быть так, ну, минимум, ну, как-то качественно и надежно было. Вот этот Баткен, он все-таки показал в первое время, что у нас как-то вот, ну, армия, ну, как-то все, как-то, ну, эйфория, страна, то-то, ну, как-то на армию не уделяли внимания. Во-первых, ну, сама концепция, теория Оскара Акаевича была, что Это нас никто не пойдет. 99-й год, а в 93-м Акаев сказал, что Кыргызстану вообще армия не Да, нужна. после заявления Акаева мы, наверное, еще года 3-4 просто не могли в себя прийти. Ну, слава богу, мы сохранили все, что есть, да. Многие очень, к сожалению, многие толковые кадры, это отток был, ужасный был. Вот. Вы спросите, а что, я не толковый оказался? Многие военные, специальности-то нет у нас, военные так остаются до конца. К сожалению, вот как-то вот они не адаптированы к жизни. Переведена книга на английский? Английский есть, там в Женеве есть английский, если нужно будет английский вариант, я могу дать. И, я хотел бы, здесь упоминаются все фамилии, кто там был, кто там первый, там Субанов, министр обороны, потом секретарь был Топоев пришел, там Ормакоев, там Дьявор, там все фамилии, которые непосредственно были, оперативная группа, командующие, что делалось, как делалось. Но мы, конечно, сейчас столько лет прошло, критически относимся. Ну, прям, знаете, вот по-военному, вот как будто мы там собираемся фронт там чуть ли не открыть. А боевики, что там, 20 человек, 10 человек пришли, постреляли, уничтожили, ушли, скрылись, все. Как за ними маленькими гоняться? группами. Да, очень эффективность КПД, коэффициент полезного действия, конечно, у них был намного лучше. И знаете, очень просто у них, начиная с обуви, там, кроссовки, одежда, питание. У нас же, мы же возили туда эти котлы, ПХД, вот эти там каши, опять консервы, опять. Там тоже было, и, к сожалению, консервы открыли, они там пропащий срок годности, негодный был. То есть вот как-то вот как на войну такую большую. А они очень мобильные, очень адаптированы к горам. У них связь, средства связи современные, снайперские винтовочки, все это. Потом у них точки схроны, они закончилось там что-то, они знают свои точки, камень отодвинул, взял себе пищу, взял патроны. Понимаете, все продумано, настолько все продумано. И потом уже через год, уже в 2000 году, конечно, все это более-менее учли. И тогда, конечно, мы уже им... Уят болып қалдық в 99 году, если честно, шерменді болдық та, потому что и плен, особенно с японцами, эта история, Алик Розов, по-моему, написал вот в Акипресс, да? Три статьи подряд. 3 статьи подряд, я скажу, очень достоверные. Оценка вот очень такая достоверная информация, вся правда, все. Ну, тоже есть вопросы, я всегда говорю, а вот вопросы, а международное сообщество, как они, что делали там, помогала России, не помогала, казахи что делали, Узбекистан что делал, вот этот вопрос международное сотрудничество, вот это вот не освещено, к сожалению. Я думаю, что это тоже белые такие пятна, мне кажется, это тоже надо бы осветить. Вот. Вопрос снабжения, вопрос разведки, еще много вопросов есть, белых пятен, мне кажется, еще для историков, для специалистов есть поле деятельности, что это. Сколько человек погибло со стороны Кыргызстана? Со стороны Кыргызстана у нас данные есть, мы 47 человек потеряли военнослужащих, офицеров, солдат, прапорщиков, контрактников. Данные есть, вот прокуратура данные есть, больше 51 со стороны международных террористов, 51. Почти вот. 1 к 1. Ну, больше, да. Ну, они действовали партизанский метод, а у нас все-таки мы за ними гоняемся. Это
проигрышный вариант. Сложнее, да еще да. в горах, еще в ущелье, да. Мы не можем применить авиацию, мы не можем применить артиллерию, понимаете, это в горах это совсем другая бесполезно, война, да. да. И я все время говорю, конечно, у нас спецподразделения сегодня есть, в горных условиях мы, конечно, тренируемся. В этом опыт большой имеет Пакистан. Они приезжали в свое время помогать, и немцы приезжали, помогали. Но нам нужно создавать специальные горные подразделения, вот горные. В свое время в Советском Союзе вообще был кавалерийский дивизион был, на лошадях, специально в горных подготовка была. Мне кажется, не надо стесняться. В горах там никакие танки, никакие самолеты, никакие там транспорт никакой не пройдет. Значит, если надо, готовить надо. Начиная, если от экипировка, все надо делать готовым быть. А что, а как гоняться за ними? Это первое. Второе, какое подразделение вообще должно? Это должны МВД, это даже Министерство обороны гоняться внутри страны. Понимаете, очень много вопросов есть юридических, есть очень вопросов есть государственных. Мне кажется, это нужно уже давно уже определиться было. Ну, согласованность, кстати, вот согласованность вначале это ведь кто командует, а кто подчиняется кому, какое действие. Вот разнобой, разнобой был, конечно. Есть такие версии, что руководство или вот эти боевики, там Джумана Мангани был, да, он Да. боевого крыла был ИДУ, а Тахир Юлдашев был Ну да, он вообще руководитель, да. самый главный, что их руководили люди, которые были в оппозиции в Таджикистане. Да, такие, ну я, знаете, вот подтверждающих документов нет, ну, конечно, наверное, скорее всего, надо допускать, что это были. Вот, потому что средства связи нас удивляет, что они очень хорошо мобильные были. Они знали наши передвижения все. У нас, конечно, тоже разведка была, все. Ну, наши передвижения. Мы перекрываем одно ущелье, допустим, ну, надо перекрыть, да? Они уже знают, уже, что там перекрыто, уже уходит другое. Неуловимые просто. Это, конечно, вызывало очень трудности большие. Но в свое время, когда уже мы уже наша разведка уже и спутниковая система была, и казахи помогали, и россияне и так далее. И, кстати, и казахи, авиация тоже помогала бомбить, потому что какие-то квадраты нужно было бомбить просто перекрытием дороги. Это здесь вот помогали, здесь нам. Очень чувствительный момент – выкуп. Кто предложил? Потому что, насколько известно, из США приезжали люди, говорили, ни в коем случае никаких денег, потому что если вы заплатите за освобождение заложников, то это уже будет цепная реакция. Но, тем не менее, заплатили. Чья была инициатива, что надо заплатить? Ну, по тем же статьям Алика Розова, да, все-таки японцы, конечно, поставили нам жестко, нас начали требовать, во-первых, и они же и предложили деньги-то. Ну, Восток дело тонкое, Восток дело непростое. В принципе, выкуп, ну что, их бы уничтожили, тем более там и наши офицеры были, генерал Шамкеев, все-таки, да. И выкуп, в плену был. Да, в плену был. И выкуп, ну, в данном случае, я считаю, уместен. А как? Они бы, если бы еще дальше этих заложников всех бы увели бы, то вообще разговора не было бы, они бы там расстреляли, уничтожили бы, конечно. Ну, выкуп в данном случае, я считаю, ну, может быть, они не очень привлекательны, может быть, немножечко стыдно, но все равно выкуп в данном случае мы спасли людей. И перед Японией все-таки мы выполнили свои условия, выкупили, договорились, это нужно было договариваться, это нужно было ехать. И вот Арик Орзов хорошо в статье описывает, кто поехал, как это все, выкуп происходил. Конечно, они тоже артачились, одну цену назвали, потом вторую цену. Торговались. Но все-таки, да, все-таки выкупили, привезли их, все жизни сохранены. Вот. Ну, то есть даже с террористами диалог нужен. Потому что... Можем ли мы сказать, что вот этим своими действиями Кыргызстан защитил Узбекистан? Ну да, да, конечно, однозначно. Потому что мы-то, в общем-то, конечно, руководству докладывают, Совбез, там, данные все были. А что это за террористы? Куда они идут? У них цель-то был Узбекистан, правильно? И, конечно, были мысли такие, а что трудно? Ну, пускай проходят, они же не мешают. Причем они, там, вот эти высокогорные, там, вот,
Зардалы, допустим, пришли там, деньги платили, вот, Они уже покушать там, мука, пожалуйста, нате вам денежки. Причем цены очень подняли Да, цены. а если местному человеку дают деньги, он базар куда ему, Зардалы, куда идти? А здесь покупают деньги еще доллары. Они даже доллары там не знали, а потом курс смотрят, доллар, ничего себе. И мы вас не трогаем. У нас единая вера. Обмендеп қойып, тамақталып тұрып кетіп қалышты. Слушай, нормальные люди. А наши там приходили, мы требовали, ай, ты, ешек ты бергіле, жардам бергіле, надо кормить посты. Они говорят, ай, тігілер болса спокойно. То есть вот такой момент был. Но вы понимаете, кстати, я хочу вот отметить, вот наш президент полетел в Зардалы. Сейчас. Вот, да, вот спросите, что там, вот деревня там 60, 70, 80 семей. Дело в том, что это такой взгляд правильный, потому что наши вот эти горные все поселения, это пограничные заставы. Вот в советское время так и были вот эти все поселения, это искусственные поселения, чтобы там были люди жили. Эй, ты, Галята, сразу звонок, связь. Потому что молодежь уезжает, и наш президент говорит, давайте там, я вам дорогу обещал построить, там, электроэнергию, там, станцию построить. Это все правильно. И там и школа, все должно быть, чтобы работа была у них, чтобы люди не уезжали. Если последние там остались, вот старики там, если они уедут, все, это оголенная территория. И там, пожалуйста, что хочешь, там проходит, что хочешь можно делать. Поэтому наши границы не только Зардалы, там есть еще много таких горных районов, где надо, конечно, инфраструктуру, все это восстанавливать, это очень правильно. И он не только Зардал должен летать, он, наверное, молодец, я считаю. Вот на Генеральной Ассамблее 79-го выступил, мощно, я считаю, выступил, а потом сразу в Зардалы полетел. То есть у него, он очень оперативно работает, дай бог. Сколько наград человек получили награды за эту операцию? Ну, награды, когда уже, знаете, у нас здесь время надо, осталось где-то да, 2 минуты. Да, философски надо подходить, потому что, ну, погибли все-таки 47 человек. У нас там инвалиды остались, раненые. И все-таки надо было как-то поощрить, поддержать. Государство должно поддерживать военных. И как-то вот здесь они не жалели. Я не знаю, человек 60-50 получили такие награды, еще 15. Какого уровня награды были? Манас, орден, там, Манас, да, наградил. Вот у нас Бигбоев, там, Асангажоев, там, многие, Топовые, по-моему, все были награждены, Ормукоев, там, они награждены государственными наградами, это люди, которые командовали там. И я хочу вот что сказать, конечно, 26 октября день баткенцев, мы там, организация есть, Малдалиев есть, Сатыбек, который вот там организация. Но все-таки государство там, вот, участники баткенский статус. И чатакта, вот я думаю, как-то надо, наверное, опять, все-таки это поднимать вопрос. Что такое? Баткенцы воевали, там, есть инвалиды. Инвалиды там, в зависимости от группы, получают 5-6 тысяч сомов. Семьи остались же. Как это вот 6 тысяч можно инвалиду или там погибшим? Вот. И как-то, мне кажется, государство должно уделять. Впереди жизнь такая, так статус должны поднимать. Кстати, есть статус, который афгано-таджикская граница, мы 2 года, там, 3 года туда возили, охраняли. И 1 год первые поехали, которые, вот я тоже сопровождал, участвовал, там, мы возили туда с генералом Чумовым, Исаковым, Топовым, вот я ездил. Последние правительства не успели сделать, они поехали, статуса нет, все. Но они там год дежурили, охраняли границу, статуса нет. Как-то вот обидно. Это если вы, это, значит, бюрократия. Бюрократия такая, нельзя так. Я считаю, что, военные, вот сейчас война показывает, Россия тоже, посмотрите, сколько сразу все недостатки, огрехи, все вылазит. Я думаю, что надо до того как-то укреплять. Я думаю, сейчас делается, ракет болотат, я могу признать. Но этого недостаточно. Надо еще. И надо еще. Я считаю, уроки баткенских надо учесть все-таки. Нам надо думать, что мы страна все-таки. И Афганистан сегодня, там неспокойно все, на границе с Таджикистаном сегодня сосредоточены те же исламское государство, Аль-Каида никуда не делись, вы понимаете? Это долгоиграющие террористические организации, которыми надо всегда считаться. У нас время подошло к концу. Спасибо вам большое. Еще, наверное, вот до 26 октября еще это дело будет, наверное, отмечаться, писаться и рассказываться. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Мурат Бейшенов, экс-первый заместитель министра обороны, сейчас профессор Национального университета. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.